Всем привет, друзья! Наконец-то вода упала у нас, и я добрался до речки. Я уже с осени здесь не был. Я не знаю, как получится записать звук, конечно. Ветер, огромнейшей силы ветер, дует. Просто приехал посмотреть там нашу речку, в каком она состоянии. Ну, довольно-таки вода сильно упала от половодья. Мы находимся в устье реки Лымва. В Нишеру впадает река, лесная речка Лымва. Хариусовая река. Очень много ловят там вверху Хариуса. Правда, я сам туда уже, не добрался. Раньше в детстве когда-то был в самой деревне. Вот. На улице очень прохладно, потому что дует северный ветер. И вот такая река. Вода еще холодная, мутная. И рыбу ловить пока еще рано. Вот. А сейчас уже я поеду обратно. И покажу еще, куда я хочу кидать свой небольшой мостик для рыбалки. Ой, вообще ветер невозможно включить, наверное. Пробуем отъехать. Кочка везде, опасно ехать. Потихоньку. Я не знаю даже, как я сюда добрался. И как буду выезжать. Интересно, конечно. Интересно, конечно. Как я сюда добрался и как я буду выезжать. Ну, попробуем здесь потихоньку проехать. Но меня, наверное, ничего не слышно, ребята. Потому что такого ветра у нас не было уже давно. И вот засиделся я дома и охота стала по речке съездить, ребята. Тут ямы очень большие, если перевернусь, то уже никто не поможет, надо осторожней. Проеду сейчас. Вроде бы здесь, наверное, проеду. Я уже забыл, где заезжал. Хотел съездить до моих сестренок, там, две сочинки, не знаю, в этом году очень мощное половодье было, и выдержали нет вот это половодье они. И что-то я передумал, ребята, потому что ветер такой и продувает меня сильно. Поеду уже обратно, и по дороге обратно буду немножко поснимаю. И гарью пахнет, наверное, траву жгут, Такой ветер, нельзя вообще ничего сжигать.
Это, ребята, вот здесь, сейчас где езжу, все вода была. Вот шалаши у охотников остались. А это такой карьер был. Тут песок вывозили. И вот, ну, глубина так достаточная. И вода еще будет сидеть тут долго еще. Прямо возле дороги. Ну, тут утятники, охотники, утятники сидят в шалашах. Ну, когда охота открытая была. Сейчас-то уже закрыто все. Едет. Дорога не очень хорошая, конечно. Вот такой карьер. Вот такой карьер. Тут вывозили песок. Поле было раньше. Изуродовали это поле. Только много. Дорога еще не совсем подсохла, но ехать уже можно. Но, правда, уже рисково ехать, пока еще рисково ехать, ездить одному. Потому что дороги мало и все, может всякое случится. Благо, что не зима и точно не замерзнешь. Сотовая связь есть. Зря я сегодня, конечно, одел шапку-ушанку. Меня не бывает. Сейчас остановлюсь возле нашего любимого озера. Опять ветер мощный очень ветер дует. Северный штат. Озеро, ребята, нашего Ватты. Вот сейчас как она выглядит. Вода упала. Красиво так-то. Я не знаю, рыба выжила ли за зиму. Вроде замора не было, как говорят. Но и на удочку не очень-то ловилась. Сейчас еще немножко поеду дальше и покажу вам, где я хочу небольшой мостик, такой пирс сделать для своей коляски, чтобы на коляске можно заезжать и рыбачить. Так, едем дальше. Вот такие лужи у нас еще есть. Такие неприятные для коляски. Сейчас развернусь я. Вот на этом месте, вот как вода упадет, а вода должна упасть, вот там вот этот
что-то такая конструкция есть. Вот оттуда это должно быть на берегу быть. И где-то метр еще от него. Вот где вот эта трава, да, там будут первые столбы. То есть от воды. Вот туда мне нужно сделать конструкцию, такой пирс с дороги прямо, чтобы заезжать можно было туда на своей коляске. Ну, без проблем, чтобы не застрял, не перевернулся, не упал, а просто доехал до воды и нормально с пирса порыбачил. Вот. И мне сейчас надо купить там материал, да что-то вот для этого. Этим буду потихоньку заниматься. Ну, вода, если такими темпами, она быстро упадет, если дождей не будет. И до начала рыбалки, сезона, такой теплого сезона, чтобы уже этот у меня пирс стоял. Я уже давно, лет, наверное, два года точно мечтаю сделать. Еще не собираюсь. Ну, а я, ребята, дальше поехал домой. Быстрее бы домой, у меня просто это самое продувает и, наверное, все-таки уши, заболеют. Я уж дома, ребята. Ну, во дворе. Вот, привезли вчера для нас навоз, так сказать, золото, удобрений на картошку. Ну, потихоньку идут дела в деревне. Парничок там будет. Но пока очень холодно. Ну что, друзья, все, съездил я, все-таки сегодня идея фикс такая была, добраться до речки. Съездил, добрался, посмотрел речку. Съездил до речки, устья речки Лымва. Вот. Для тех, кто не знает, Лымва такая очень хорошая речка, лесная речка, там обитает хариус. Дальше посмотрел свое озеро, где хочу построить там небольшой мостик, пирс. Ну, вроде уже вода падает, скоро будем собирать этот мостик. Все, уже договорился я там с некоторыми людьми. И с материалом договорился, и с рабочими договорился. Потихоньку тоже будем делать. Видите, сегодня лето называется май, скоро июнь, да? Я в перчатках, шапка такая. И меня продуло, блин, уши, наверное, заболеют. Очень холодно, хотя и солнце. Ветер насквозь проходит. Все, на этом это видео заканчиваю. Всем пока, всем удачи. До новых видео, ребята.